Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 25 августа 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Карта дня у нас письмо. Будет какая-то важная у нас информация. С бумагами будем, может быть, дело иметь. Так, отношения, работа, финансы, здоровье и итог дня. Итак, у нас выпадает карта письмо. День какой-то важной информации, день работы с бумагами, день, может быть, оплаты счетов каких-то, может быть, получение каких-то заказных писем через почту, посылок или отправления. Может быть, вы, допустим, остаетесь дома, ваши близкие где-то в дороге, и вот вы переписываетесь, да, получаете от них какие-то известия очень важные, да, или, может быть, известия о том, что результат поездки достигнут и так далее. То есть карта, которая говорит о том, что сегодня очень многое зависит от информации, от работы с бумагами, от оплаты счетов и так далее. Может быть, также какие-то награды, дипломы, грамоты или оформление бумаг, там, завещаний, доверенностей и разного рода сделок. Да? Все, что на бумаге у нас написано. Могут быть какие-то сегодня распоряжения, получение денег в конверте и так далее. Что будет помогать? Карта сад. Будет помогать как можно больше общения с другими людьми. Если вам нужна какая-то информация, вот с вами есть рядом люди, и через них вы можете получить абсолютно любую информацию. А также карта хорошая для того, чтобы проводить какие-то вечеринки, проводить какие-то собрания, может быть, собираться как-то там группами. Ну и вообще очень хорошая карта для какого-нибудь праздника, да, праздника, либо любого абсолютно как бы собрание людей по какому-то вопросу, да, все это благоприятно для того, чтобы, может быть, что-то важное решить, или, может быть, перед кем-то там выступить с какой-то информацией, да, защитить диплом или еще что-то такое в этом роде. Что будет мешать? Карта коса. Эта карта говорит о том, что здесь очень дорого время, и если мы его не экономим, то у нас может быть проблема с какими-то документами, да, проблема с ошибками в документах или еще что-то в этом роде. А также карта говорит о том, чтобы мы не задерживали с какими-то счетами, оплатами, чтобы все вовремя делали, вовремя оформляли что-то, подписывали документы, вовремя общались с нужными людьми, вовремя искали информацию, в общем, не задерживали сроки. А для тех, вернее, сначала отношения скажу, да, отношения у нас выпадает карта дом, значит, все, что связано с домом, семьей, общим хозяйством, покупкой недвижимости, продажей недвижимости, какими-то ремонтами, в общем, все, что касается нас и нашего дома, все выходит на первый план. Для тех, кто в поиске партнера, вот здесь может быть исполнение какой-то давней вашей мечты, но, скорее всего, этот человек, он прямо рядом с вами. Либо кто-то из родственников может вас познакомить, да, либо он сам как-то к вам в дом придет, этот человек. Для тех, кто в паре, здесь у нас какой-то очень важный день для вашей семьи, да, это может касаться и отношений, это может касаться каких-то важных сообщений, которые вот повлияют на вашу жизнь, это может быть известие, допустим, о беременности, это может быть там развитие, вернее, рождение ребенка, да, здесь может быть покупка, продажа недвижимости, в общем, те события, которые кардинальным образом меняют нашу действительность в семье, в паре, вот все это может происходить. И все это связано у нас как бы с домом, с отношениями, с комфортом, с тем местом, которое нас как бы защищает, дает крышу над головой и как мы себя чувствуем в этом месте. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта гора и дом, да, то есть, скорее всего, если мы здесь не хотим общаться, не хотим как-то решать этот вопрос, то есть как бы закрываемся от своего близкого человека, да, мы, конечно же, не сможем одолеть вот эту проблему. То есть карта говорит о том, что для того, чтобы помириться, нужно, во-первых, поменять какие-то установки, как-то по-новому взглянуть на ситуацию, на себя, на партнера, для того, чтобы вот эту проблему решить. Для работы выпадает карта рыбы, но рыба здесь
в банке, да, то есть, в принципе, им комфортно жить можно, но это не та свобода, это не то состояние, которое бы хотелось, да, то есть у вас в работе, скорее всего, удовлетворительные условия, но вам бы хотелось лучше, либо вы задержались слишком долго в каком-то положении, а вам нужно продвигаться, улучшать как-то эту сферу своей жизни. Для тех, кто в поиске работы, здесь, скорее всего, работа вам предлагается не совсем такая, которая нужна, да, может быть, вам приходится соглашаться просто потому, что необходимость такая, да, но ничего страшного, будет потом и лучший вариант. Пока что можно согласиться на то, что есть, просто для того, чтобы вот себя как-то восстановить, поддержать в финансовой сфере и так далее. Просто работа какая-то нужна, да. А для тех, кто уже работает, карта Луна и Рыбы говорит о том, что мы можем беспокоиться о деньгах, мы можем беспокоиться о том, что мы не продвигаемся в своей работе, мы можем беспокоиться, эмоционально очень относиться к тому коллективу, с которыми мы вот как рыбы в одной банке, да. В общем, могут быть эмоциональные ситуации, давайте по поводу чего? По поводу перемен каких-то. Может быть, решаются вопросы, как вы будете дальше выстраивать свою деятельность, может быть, удаленно, может быть, вы в коллективе, может быть, нужно будет кому-то менять образование, что-то дополнительное учить, да, для того, чтобы на этой работе остаться. Может быть, перемены в финансах вам, допустим, сегодня объявят. Для тех, у кого свое дело, здесь тоже как бы немножечко время остановки, да. Может быть, сегодня или отдохнуть нужно, набраться сил и хорошенечко обдумать, как вам лучше дальше вести свое дело, свой бизнес, чтобы выходить за рамки, да, чтобы в финансах было улучшение, чтобы был простор для творчества. Сила у вас есть, но отдых нужен. Просто не время сейчас для того, чтобы выходить на новый уровень, но чтобы подумать, обдумать, запланировать, для этого замечательное время. Для финансов выпадает карта Луна. Луна здесь не полная, а всего лишь четверть, но растущая Луна, нет, убывающая Луна, да. То есть получается так, что у нас финансы убывают, у нас финансы как бы вызывают у нас беспокойство, потому что они заканчиваются, и мы не знаем, хватит ли нам на все, и когда, допустим, будет новое поступление. В общем, у нас беспокойство по поводу финансов есть, особенно когда эти финансы, допустим, рассчитаны на семью, да, то есть не хватает, допустим, может быть, на какие-то важные вещи, которые вот для семьи нужны. Для тех, кто на зарплате, вот карта говорит о том, что вас беспокоит, что у вас оплата, ну, допустим, по факту, по количеству, может быть, сделок или еще что-то такое. То есть вы не знаете, как это все обернется, да, как получится, не получится, и поэтому есть беспокойство такое все время за свою финансовую безопасность. Но в то же время вы сегодня можете неплохо заработать, ну, как бы достаточно для того, чтобы, ну, как-то быть спокойным. То есть вы выполните сегодня как бы свою финансовую цель, но все-таки беспокойство о будущем есть. А для тех, у кого свое дело, те, кто зарабатывает деньги своим делом, да, здесь карта тучи выпадает, но здесь как бы тучи такие на полнеба, да, то есть полдня может быть какая-то сложность, беспокойство по поводу денег, потом прояснение ситуации, в общем, такие переменчивая такая ситуация в деньгах, неопределенность, может быть, кстати, какой-то либо конфликт на почве денег, либо, может быть, даже кто-то попытается обмануть вас на деньги. Осторожнее. Или, может быть, сами вы в какую-то ситуацию можете попасть. В общем, карта говорит, не спешите, все обдумывайте хорошенечко. Для здоровья выпадает карта развилка. Это обычно карта, которая говорит о том, что наступил решающий момент для того, чтобы, вот если у кого-то болезнь, для того, чтобы выздоравливать, да, появляется какая-то новая информация, новый человек, правильный диагноз или еще что-то такое. Люди правильные приходят в вашу жизнь, которые вот все эти ситуации позволяют вам как-то перенаправить как бы течение болезни, да, на выздоровление. Если же кто-то здоров, тут нужно задуматься, правильно ли вы ведете образ жизни, потому что вы сейчас как бы на развилке находитесь между здоровьем и болезнью. То есть нужно обязательно усилить как бы вот положительный момент, да, вашего здоровья, там питание, прогулки, может быть, просто ходьба там до работы,
или еще что такое. В общем, обычные вещи, потому что здесь природа нарисована. То есть нужно просто учитывать свою природу и добавлять себе энергии. И все тогда будет в порядке. Давайте подсказку достану. Ну, клевер, да. Тут в любом случае со здоровьем, если им заниматься, будет удача. И итог дня карта Аист. Карта Аист настраивает нас на перемены, настраивает на улучшение ситуации, да, дает надежду на то, что у нас все становится лучше. Это касается переездов, это касается перемены работы, это касается перемен в семье, да, поездок и всего прочего. То есть вот если эти темы вам близки, то в конце дня вот эти вопросы, которые я озвучила, да, они как-то станут вам понятны, ясны. То есть у вас появится такое чувство облегчения, что вот наконец-то становится понятно, что будет дальше. То есть вот эта карта будущего, да, то есть ваше будущее становится более-менее понятным, цели становятся ясными, как-то все проясняется и вам становится легче. Улучшается ситуация. Вообще эта карта, знаете, как эволюции такой, да, то есть лучше, 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 потихоньку, но все улучшается. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.